Дорожные знаки, разметки, обустроенные съезды, укрепленные обочины. Все как и положено. Открытие дороги Икажево-Алиюрт – долгожданное событие. Строительство объекта проводили в рамках госпрограммы развития автомобильных дорог. При поддержке главы региона Махмуда Али Калиматова удалось за 2 месяца провести капитальный ремонт. Значение этой артерии трудно переоценить. Самое первое место занимаем в России по строительству дорог. И поэтому у нас вот подряд идет Хадеж Латвейс. Планы живые. Потому что и скорая помощь, и другие машины специальные, да и да и просто проехать. Особенно хочу поблагодарить строителей. Они вот в дождь, в снег сделают свою работу. Хочу поблагодарить министра Хаматханова, потому что честно, и вы этому свидетели. Сейчас вот Сургут Dabолхыш, в любом случае внутриквартально делать. Поэтому у меня низкий поклон строителям. Как бы вам тяжело не было, качественно сделать, это значит на будущее всех наших жителей, детей и, может, правнуков и внуков. Махмуд Али Калиматов поздравил сельчан и предложил им идею благоустройства прилегающей территории. Просил бы наших молодых людей, чтобы мы там лежачих полицейских не делали. Скоростной режим соблюдайте, аккуратно, лурдеш. А главе хотел бы сказать, вот если вдоль дороги каждый год будете по 200, по 300 деревьев сажать, сбоку гянежулыш, идолыш, а я тысяч машин, сацичи, дарвал метагилуш, хамхуддышин. Вот каждый год свяжитесь, старайтесь сделать это, и у вас будет нах арбул бушон. Ваш саженцы возьмите и потихоньку. И вот наступает кульминационный момент. На светофоре зеленый, а значит полный вперед. Первыми проехались дорожники. Давайте, отпускаем. Все. Капитального ремонта здесь не было около 40 лет. В 1984 году дорогу заасфальтировали, а после полотно лишь латали. Всего дорожниками обновлено более 7 километров полотна. Ширина покрытия около 6 метров. За ходом строительства наблюдали местные жители. Новая дорога им была просто необходима. Благодаря трассе, новому тротуару и остановочным павильонам удалось увеличить и трафик. заказчики подрядчики подрядчики حبيج ببوها أنا ديك كاتشتنا يرتبيش وين أخش ودي لا دادر أني وين أخش وين أبيك تياين أم بيدات كاتشتو سأتستو ديش سقولي هنجي كجنا هنجي نق يا نق موت ترتوار خي واش مكتي شهر يورت لتسومي نق داخل صوت على علامة. Теперь, начиная от новой сельской школы на выезде и до центральной части Алиюрта, пешеходы могут ходить по чистой дорожке. Раньше добираться до административного центра, расположенных важных социальных объектов и других сел района, было сложнее. Движение интенсивное. Дорога очень прекрасная, сделали хорошо. Было, конечно, старая дорога, лет 40 тому назад сделана. Сегодня, как видите, прекрасно, все красиво. Качественно. А как часто вы по этой территории приезжаете? Каждый день. По этой дороге я езжу каждый день. На работу, с работы. Уже несколько лет Ингушетия в тройке лучших регионов по России, успешно реализующих национальный проект «Безопасные и качественные дороги». В текущем году наша республика официально признана лучшей по качеству дорог среди субъектов СКФО. Успешная работа в этом направлении не раз отмечалась на уровне федерального правительства. У нас республика маленькая, но у нас дороги очень запущенные. Те региональные дороги, это ответственность несет
правительства республики. Федеральную дорогу, которая у нас идет, она ответственность несет федеральная Росавтодор. И муниципальные, это которые муниципалитеты должны улучшать внутри квартальные, внутри поселковые дороги. Но мы некоторые программу вносим, на баланс их берем, потому что выделяются деньги нам, мы с Москвы. И вот та программа, которая президентом Владимиром Владимировичем Путиным была поставлена в части нацпроектов и еще, ну и дороги. Потому что без дороги, ну это беда, понимаете? А для сельского поселения, если вот соединение, это многое значит. Специалисты Министерства автомобильных дорог Ингушетии день и ночь трудились, чтобы качественно и в срок завершить все запланированные работы. Объект отвечает всем нормам ГОСТа и обещает прослужить долго. На достигнутом не собираются останавливаться. Начали мы работу по дороге Яндери-Сурхахи. Там более 8 километров. Тоже много просьб, жалоб. Глава дал команду быстро сделать ремонт. Ну, дорога переходящая, 22-23 год, тоже будут проведены все необходимые работы. По поручению главы Ингушетии работы завершили досрочно, как и все запланированные на этот год дорожные проекты. Качественные дороги – это только начало масштабных инфраструктурных преображений. Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24.